Команда «Стрела». Мы находимся в музее боевой славы, и сегодня нам предстоит встреча с ветераном фронта Пеляевной Агафьей Михайловной. Мы очень гордимся, что в нашем поселке живет такой человек. Агафья Михайловна, проходите. Где вы работали в годы войны? В годы войны я училась еще, а летом, как отучимся, сразу нас прикрепят учительницу, мы идем на поля полоть ржаное поле. Там уже большое, поднялась она, уже сорняки появились. Вот, кончим уроки и сразу нас берут на поле, мы по полям, а осенью собираем колоски, запрягают, тоже старший дают человека, короб, сани, и мы в этот короб все колоски собираем и там перемолачиваем и отправляем на фронт все туда. Мы тоже молодые, мы как-нибудь пробьемся на зелени. Так что очень было трудно жить, очень трудно. Нас 10 человек, мы полуголодные ходили. Но все равно кто учился, кто работал немножко уж начинал. Маме чуть-чуть полегче стало. Потом я пошла в дояркой работать. А тут уже стали дополнительную оплату давать молоком. На рынок съездишь, уже денежки, вот немножко уживешь, хлеба наберешь до сыта. А потом проработала я 32 года дояркой. Вот. До 8 лет на тракторе. И дояркой работала я вот здесь в ЖКО, где ЖКО, тут у нас ферма была. Стало полегче, навоз удаляли уже там не руками, а все механически. Потом спуталась. Доили аппаратами. А когда меня поставили на старой ферме, мне было совсем немного лет. Я думаю, я не смогу, наверное, работать дояркой. Приехал Некрасов Степан Прокопьевич, председатель, приехал к маме и вызывает ее в окно. Остановлена, подойди к окошку, а у самого здесь подойничек, ведерко. Вот мы узнали, что у вас может дояркой поработать твоя дочь. Она говорит, нет, она не сможет. А он говорит, ну тогда на прицеп, на трактор пойдет. А я говорю, я не пойду с молодыми ребятами, я не пойду на трактор прицепщиком, а дояркой пойду. А с Кириллом Трофимовичем, вот это он живет у нас, жил старичок, на тракторе работал тоже. Ему надо было прицепщика, тоже, говорит, не пойду, пойду уж доярки. Вот. Работал на старой ферме, сколько это было, 9 лет. Дали мне сразу 18 голов группу. Дую через силу. Утром встаю, у меня вот такие подушки на руках. Не могу прямо доить. Ну, потом доярки мне старые помогали. Вот 3 коровы некоторые подоят. И так я привыкла дояркой и проработала 32 года. За 66 году была удостоена орденом Ленина первым. Первая награда. Ой, какая радость была, ой. Думаю, ну, я буду добиваться
еще лучше буду работать. В 1973 году второй мне дали, вручили мне орден. Еще больше радостей. Тут уж в 80-м году орден Октябрьской революции вручили. И вот я не пожалела, что я столько лет не выучилась, была неграмотная, 4 класса кончила только, а работу полюбила так и добивалась лучших результатов во всем, и в районе, и в галереях в области была, и в Москве была, везде. Везде меня возили, приглашали, и сейчас еще не дают отдохнуть, все меня приглашают. Это, конечно, радость, просто радость. Спасибо вам большое. Я все рассказала. Скажите о вашей семье. Наша семья, конечно, 10 человек было. Это у мамы, у папы. А у нас двое. Геннадий Иванович у меня был муж, очень хороший. Ну и дети у нас двое. Дочь старшая, уж таких лучше не надо. Очень хорошая, такая, вообще внимательная к родителям. А так, вот у меня Саша в Афганистане служил. Так я переживала, работаю, трактор установлю, сяду и сразу опять письмо пишу ему. Он в Кабуле служил, вот, в самом Кабуле, охранял президента. Агафья Михайловна, мы хотим вас поздравить с 65-летием победы в Великой Отечественной войны и вручить вам этот скромный подарок. Спасибо вам, низкий вам поклон, Зино.